Ичалованный, ничего вам с Гришестан Грестин, арт-фестиваль был. Здравствуйте! Мы приветствуем вас в деревне Гришестан на арт-фестивале «Стена». И телу. Покосные травы, сплетенные в травяные пояса, давали человеку здоровье, избавляли от болезней, выполняли функцию оберега. В нашем Троицко-Печорском районе бытовал такой обряд. Турум-бэль, травяной пояс. Перед синокосом женщины повязывали пояс мужчинам для снятия усталости, укрепления сил. А силы нашим мужчинам сегодня, ой, как понадобятся. Шутка ли выиграть в такую погоду? Да в таком красивом месте конкурс косарей. На экологическом арт-фестивале «Стена» стартуют третьи соревнования косарей. Встречайте косарей! В соревнованиях участвуют Геннадий Растворов, село Копча, Федор Варламов, поселок Мылва, Александр Калиновский, поселок Троицко-Печорск, Егор Вахмин, поселок Мылва, и Константин Соловьев, Устилыч. Соревновательная козьба на участок длиной 30 метров и ювелирная козьба. В 12 часов приглашаем всех на Сенокосскую поляну болеть за лучших косарей Троицко-Печорского района. Не забываем, ровно 13 часов. Того фестиваль был мибаранодом конкурс Медбур Пычкыш. Добрый день, дорогие гости! Мы очень рады тому, что на арт-фестивале «Стена» мы опять проводим конкурс косарей. В этом году выберем самого быстрого, самого шустрого косаря. Сенокос — это очень ответственный, нужный и тяжелый труд. Человек надеялся на хорошую погоду, надеялся на яркое, жаркое солнце и высокую траву. Не жалея себя, трудились на сенокосе днем и ночью. Да, ночью косили, а днем сгребали, сушили, ставили копна и стога.
В нашем Троицко-Печорском районе была хорошая традиция. Провожая на сенокос, плели турун-вэнь. И сегодня мы с вами, перед тем, как у нас косари выйдут на это сражение, битву, мы с вами тоже можем попробовать. А что же это такое турун-вэнь? Как его плетут, как его делают? В этом нам помогут участницы народного хора Югыт-Койджув. Пожалуйста. Нужно будет из тех цветочков, которые растут именно на этом лугу, из этих травинок, вплести эти растения, эти цветы в нашу косу. Пожалуйста, попробуйте все, потому что это не просто так, а это знак того, что мы желаем нашему косарю, нашему мужу, сыну, брату, отцу, деду здоровья. Ведь сенокос — это очень ответственный период в жизни жителей, которые держали домашний скот. Чтобы коровушка была сыта, чтобы овцы были накормлены. Благодаря этому семья будет беззаботно жить в течение года. Ай да молодцы наши девочки! Большое спасибо! Не жалеем аплодисментов! Ай да коса! Ай да умницы наши девочки! А вот коса готова, и мы говорим нашим женщинам: все выживут атте. Представляем участников конкурса. Косари, подойдите, пожалуйста, сюда. Так, давай, номер. Так, кому? Давайте самому молодому. Да. А вот подумайте. Можете самому старшему, давайте, самому молодому. Потому что это у него сегодня, наверное, боевое крещение будет великое, да? Посмотрите, Александр, каков красив в этом поясе, да? Да. Медешкен ен мышета сдёнвича он шут. Меткия се такок я се дозвище озюкала. И метурун пукта медештас. Одеджик да бурджика. Ну что, приглашаю косарей. Представляем наших косарей. Номер 1 Геннадий Растворов. Село Покча. Не жалейте аплодисментов, хлопайте, поддерживайте! Под номером 2 Федор Варламов, поселок Мылва. Под номером 3 будет у нас Александр Калиновский, поселок Троицко-Печорск. Егор Вахнин у нас будет под номером 4, поселок Мылва. И номер 5 Константин Соловьев, село Уздилович. Вот в таком порядке будем вставать к вашим деревьям. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5. Запомнили? Вот. Да. Вот и деревья. Встаньте, пожалуйста. Несмотря на плохую погоду, мы будем поддерживать участников, болеть за них, аплодисментов не жалеем. Участники готовы к сражению. Зрители готовы. Снять его надо, неудобно. Еще громче. Готовы. Ну и как полагается, в каждом конкурсе у нас будет жюри. Представляем жюри. Широков Виталий Валентинович. Готов? Готов. Куляшова Галина Дмитриевна. Наша золотая Галина Дмитриевна, жительница Гришестава. И Катаева Людмила Игоревна. Посмотрите, у нас и старые, и молодые мужчины и женщины. Жюри готовы. Большая просьба. Там, где не скошено, вот околышков, болельщики, пожалуйста, не ходите, чтобы не топтать. Не так трудно будет, потому что прошлогодняя стена осталась. Уважаемые косари, посмотрите, пожалуйста, перед вами немножко скошено.
Надо пройти оттуда до ваших колышков. 30 метров. По команде. Надо дойти до конца, и одно условие, косари. Покос должен быть не меньше метра. Жюри, это учитывайте потом. Ну что, наши участники готовы? Да! Внимание! Марш! Аккуратно. Технику безопасности соблюдаем. Идем на полу, тихоня, прицеп. Видите, барань? Левее, Федя, левее возьми. Это не оставляет чисто. Представители Троицкой пятерки. Качественно. Осматривайте вперед на ваши колышки. Идем на колышки. Аккуратно, не ранен, друг друга не ранен. Представители Попчи, не слышим нас, болеем. Так, а за Константина Устилыч. Ну-ка, подняли руки, болеем. Давай! Идем вперед. Очень качественно, не только чисто, но и качественно. Несмотря на плохую погоду, наши мужчины как славно Будет работают. учитываться и высота скошенного сена тоже. Молодцы. Так что давайте не мешаем, болеем за участников. Молодцы. Идем на свои колышки. Представители Попчи, не слышим, как вы болеете сегодня. Так. А ну-ка, поддержим Устилыч. Давайте поддержим Устилыч. Давайте, Константин молодец. Александр, давай! Кто первым заканчивает ходьбу, поднимайте наверх косу. А жюри это учитывайте. Так, посмотрите стихотворение. Кто первым поднимает косу, да? Юрий Васильевич, вы помогайте, хорошо? Ковча идет сюда. У нас в этом конкурсе в этом году 3 новичка. Мыло. Поэтому им немножко Федор. тяжелее. Костя. Давайте, болеем. Уйдите оттуда. Поднимает. Деня, сюда справился со своим заданием. Кто второй? Качество главное, не спешите. Деня, сюда немножко. Ой, сюда ножку. А вот Молодцы, качество, лучший успех, молодцы. Не спешите, не нервничайте. Вы лучшие. Лучшие, давай. Так, поднял Геннадий, Настя мало кричала. Бога, это болит. Какой? Вот, успех мне сегодня, это лучший успех, да? Молодцы. Очень трудное задание. Юрий, проверяйте, пожалуйста, ширину и чистоту кошения.
Жюри смотрит. Не только стой, Как приятно, что у нас зрители активны. Они, оказывается, не только наблюдали время, но и качество. Вот это я даю, да? Минуточку отдохнуть нашим косарям. Ну что, перекличку? Геннадий готов? Готов! Аплодисменты. Так, Федор готов? Готов. Да, готов! Так, Александр готов? Егор готов? Готов. Константин готов? Готов. Ну давайте аплодисменты нашим мужчинам. Приготовились на ювелирную ходьбу. Внимание, марш! Очень тихо. Тихо, качественно. Не только быстро, но и качественно. Ювелирная ходьба. Новые. Ни одной травинки не осталось возле дерева. Чисто, Костя. Чисто. Наблюдаем безопасно. Можно подойти к отброшенному, посмотреть поближе. Попалить, подойти можно чуть-чуть поближе. А это гасить нужно? Вот, заканчивай, поднимайте первый посыл. Очень тяжело закончился. Федор! Гена! Пустилыч! Эйди! Александр, давай! Я думал, вокруг него. Оставил участок в этом году. Просто не сложно, было до конца. Устал, Геннадий? Молодцы. Александр! Вы знаете, насколько удивительны наши мужчины, даже поражаются этим смелым, замечательным, отважным мужчинам. И покуда мы с вами здесь, я хочу поздравить Федора Николаевича. Он 3 года служил в Москве, а сегодня я приду, я поддержу. Молодец, Гена, спасибо. А кто первый занял? А? Пока мы не знаем, кто победит. Красиво получилось. А? Спасибо. Да? Конечно, Зина, вам понравились сегодня посадки? Мне очень понравились купили. Вы молодцы! Несмотря на погоду, вы всегда на посту. Молодцы! Молодцы, конечно, Зина, даже заметили, кошка перестал, да? Перестал. Трава внутри сухая. Да, качкарник. А мы говорим нашим пацанам, Аскорову Геннадию большущее спасибо! Аплодисменты! Калиновский Александр! Вахнин Егор! Посмотрите, он седой и с дочкой! И Константин Соловьев! Все. Хорошо. Сейчас мы наших косарей приглашаем на пажи. Они засудили. Так. Косари, косы убираем. Все, что ли, закончилось? Да, сегодня погода не дает сгребать. Сейчас они впадут. Они засудили. Ну, а вы? Если им дать грабли, они, конечно, сгребут. Но это будет неправильно. И застакуют. Нет, самое главное, кто быстрее теперь это высушит. Ну, у нас сегодня ужин. Молодцы. Пойдемте на пажин. Пажин это не ужин, за обед. Лунтеру залиште, не наш. Лунтеру залиште. Пажем, да. Не напугались. Да.
Это мы узнаем на центральной этой. Можешь хлопать, пока всем пятерым. А я же хлопала всем. Все, молодец. Я боюсь сломать. Юрий Васильевич, оказался. Давай, заканчивай. Молодец. Я вот в прошлом году участвовал, знает, что такое. Молодец, Юрий Васильевич. Ага. Она просто держит. А Людмила Леонидовна не хочет попробовать? Хочет. Так. Давай. О, спасибо, Сава, кажется. Молодец, Серафима, умница. Вот и попробуй. Вот кого на синокоса надо звать. Так, Людмила Леонидовна с понедельника работу бросит и пойдет на синокос. Эту держит левой рукой, а эту вот правой. Люда, иди работать сам. Я должен своим делом заниматься. Народный конкурс идет косить, Так, Надежда Васильевна тоже хочешь попробовать? Так, все, Надежда Васильевна очень хочет. Молодцы, молодцы. Так, Надежда Васильевна, все, пойдите. Молодец, Надежда Васильевна. Так, нормально, на свет через 2 года представителя бара уже будет. Так. Так. Народный хор, пожалуйста. Молодец, молодец. Спасибо, Сава, хорошо. Рассудись плечом. Так. Надежда решила взяться за косу. Так. Так, Егор, вы потом воздух убирайте, но не уходите. Так, Надежда, ай, молодец. Ай, молодец. Есть женщины в коме сиденья, да? И песни петь умеют, и косить. А теперь можете танцевать, девочки. Коси коса, краса. Оказывается, все умеют косить. А мы и не знали. Через 2 года уже будем знать, кто умеет косить. Можно столько команд собрать. И горбушу, и триммер, и мотоблок еще. Горбуша, литовка, нет, герб, горбуша, литовка, триммер и мотоблок. 1 гектар.
которые участвовали в конкурсе. Поближе, пожалуйста, подойдите. Команды косарей, поднимитесь на сцену. Диплом в конкурсе «Деревенское троеборье» вручается Кальновскому Александру. За участие награждается дипломом Вахнин Егор. Поселок Мулва. Диплом за третье место в конкурсе «Деревенское троеборье» награждается Соловьев Константин Устинович. Дипломом за второе место в конкурсе «Деревенское троеборье» награждается Растворов Геннадий Топча. В конкурсе «Деревенское троеборье» награждается Варламов Федор. Правильно, компьютер? Сегодня у него еще праздник, День БМФ. Первое место. Постойте, постойте еще. Я написал именно к этому празднику арт-фестиваля «Сено». Она так и называется «Сено-Кос». Нисколько не жалею, что я селом болею, что в сельскую житуху я корнями врос. Здесь круглый год заботы, хватает всем работы, а летом всех важней, конечно, сенокос. Пока блестит роса, пускай поет коса, и пусть работа будет наслаждение. Не унывай ты, важнее нет страды, пусть сенокос поднимет настроение. Не унывай ты, важнее нет страды, пусть сенокос поднимет настроение. Да, держит кто скотину, не разгибают спину, и помогает очень косилка мотоблок. Хоть с техникой мыловки, но без косы литовки не обойтись и не закончить все это срок. Пока блестит роса, пускай поет коса, и пусть работа будет в наслаждение. Не унывай ты, важнее нет страды, пусть сенокос поднимет настроение. Не унывай ты, важнее нет страды, пусть сенокос поднимет настроение. Конечно, если Бог бы с погодою помог бы, и чемр будет ближе, значит не тужи, нам росы
по колено, когда готово сено, тогда гуляем, отдыхаем от души. Пока блестит роса, пускай звенит коса, пусть праздник Гриши ставит, продолжается. Пока душа поет, гуляй, честной народ, и пусть веселье наше не кончается. Пока душа поет, гуляй, честной народ, и пусть веселье наше не кончается.